Острой проблемой для сельхозпроизводителей Ленского и Мирнинского района остается сбыт продукции. Фермеры надеются, появление сельхозснабженческого кооператива сможет изменить ситуацию. В Ленске руководитель Центра информационно-консультативного обеспечения сельского хозяйства Республики Семен Плотников озвучил пути решения проблем фермеров Западной Якутии. О чем говорили, расскажет Анна Кожевникова. Сотрудники республиканского центра Америки, конечно, не открыли для ленских фермеров. Они и сами не один год бьют во все набаты с просьбой обратить внимание на их убытки из-за отсутствия сбыта выращенной продукции, что невозможно осуществить без овощехранилища, где можно длительно содержать и обрабатывать сельхозтовар. Мы должны продумать тот механизм, что именно какой оператор, районный или межрайонный оператор, будет брать на себя функции, гарантированные в закупе сельхозпродукции. Это мы должны создать условия, чтобы наши производители сами не ездили, у них чтобы голова не болела, чтобы у них кто-то сразу закупил гарантированно и все. Сейчас же дела обстоят так, что фермеры вынуждены тоннами выбрасывать свою продукцию. Даже самый крупный поставщик сельхозтовара Ньюский наслег не имеет площадей и условий для хранения овощей. В прошлом году был переизбыток урожая, пришлось задействовать бывшие столовые, спортивные залы. Вот все то, что куда можно было складировать временно. Вот, допустим, у нас в Ньюе есть хранилище. Вот, его недавно немножко отреставрировали, значит, сделали крышу. Закромов там предостаточно. Я так подсчитывал, где-то порядка 400-300 тонн. Гости из столицы Якутии посетили несколько наслегов Ленского района, ознакомились со всеми проблемами, а таковых немало. Помимо сбыта остро стоит вопрос о приобретении дорогостоящей сельхозтехники. На дворе 21 века многие фермеры до сих пор работают, как говорится, с охой и лопатой. Например, фермер имеет незначительный объем площади, и он-то не в состоянии самому содержать крупный кормоуборочный или картофелеводческий комбайн. Здесь мы, конечно, надеемся на то, что Ленский район наконец-то войдет в перечень тех муниципальных районов, которые будут участниками программы кормопроизводства. Также руководитель центра рассказал о многочисленных мерах поддержки молодых сельхозработников и предприятий, о которых многие услышали впервые. Сегодня главная задача центра – разработать концепцию развития сельского хозяйства на территории Западной Якутии, чтобы обеспечивать себя самостоятельно местной продукцией. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск.